вообще нужно понимать, что, ну, вообще есть понятие непонятые слова, непонятые слова. Когда мы какое-то слово не понимаем, мы не можем приступить к делу. А тут много очень таких непонятых слов, новых, современных, иностранных слов тем более, да? И нашему старшему поколению, да, очень сложно вникать во все это. Если наши дети быстро всему учатся, да, они же с 2-3 лет шарят там по Ютубу везде, и они лучше нас это все проделают. Они люди другого времени просто. И просто нам нужно понимать слова, что такое сторизы, что такое там хэштеги, да, теги там есть, вот это вот, да. Вообще нужно, во-первых, принимать всерьез социальные сети. Я вот до прошлого года, до пандемии тоже всерьез не воспринимала, тем более, что мои домашние говорили, зачем выкладываешь, зачем об этом рассказываешь, себя пиаришь, там даже говорили, да, мужу тоже не нравится. Но раз уж мы в общественной палате, то мы должны показывать нашу работу, и тем более... Правильно, совершенно верно. Да, тем более вот позавчера мы услышали, что вот журналисты говорили, мы вот даже не знаем, чем вы там занимаетесь в общественной палате. Ну, конечно, если у нас в Инстаграме всего подписчиков 117 человек, мы должны сделать так, чтобы хотя бы вот в этот сезон сделать наших подписчиков 3000. Ну, с такой армией, как, например, у нашего Николая Андреевича, он же блогер, и он нам сказал, что в Фейсбуке больше, да, вовлеченности, чем в Инстаграме. У нас демонстраций все равно нету, да? Вот я так включаю поделиться. Вот вышла. Вышла. Мне надо было нажать. Ну вот, это веяние нашего времени, так что нам нужно просто принять для себя, что нам это нужно, и прямо через силу сделать, что для этого нужно. У нас есть, вот смотрите, иконки, я вот тут, мышка моя видна, да? Видна. Видно. Ага, вот иконки, запомните, это Facebook, это WhatsApp, мы все знаем. И Instagram выглядит таким вот образом. В Фейсбуке вот здесь сидят люди старше 40 лет, вот как статистика показывает, да, очень ограниченный, конечно, круг лиц, но в основном это эрудированные, гражданские, активные, политики, очень серьезные люди все там сидят. Угу. А Инстаграм – это массовые социальные сети, не только в Якутии, да, по всему миру, там больше молодежи. И вот ТикТок я пока не затрагиваю, нам бы с Инстаграмом разобраться, да. ВКонтакте в школьники и студенты в основном. И у нас есть Телеграм-канал, нам его тоже нужно применять в нашей общественной палате, потому что Телеграм – это тот канал, где, как вот в WhatsApp, можно зайти, но посмотреть информацию, документы без искажений, фотографии уже с того времени, как создался этот мессенджер. Да? Мессенджер – это, вот давайте разберемся что такое мессенджер. Это вот как WhatsApp, как Telegram, как еще есть мессенджер в Фейсбуке. Вот. Вы сразу задавайте, не стесняйтесь, что такое там то-то, то-то, ладно? Вот смотрите, чтобы вам было интересно, я взяла Инстаграм-страницу нашей дорогой Анжелики Андреевны. Ага, вот у нее, смотрите, да, вот это страничка Инстаграм. Тут у нее, смотрим, сколько у нее подписчиков, 6465. Публикаций у нее уже 5657, хотя она начала вести свой Инстаграм буквально недавно. Тоже она говорила, вот я не умею, но как у нее пошло, и подписчиков добавилось. Чем больше мы активно работаем в Инстаграме, тем больше подписчиков у нас появляется. Вот смотрите, вот здесь ваши люди, которые на вас подписались и которые будут видеть вас постоянно, будут интересоваться тем, что вы делаете. Вы можете вот сюда нажать,
и увидеть даже все лица, фамилии, да, туда заходить. Не бойтесь тыкать во все кнопки, которые предлагает этот мессенджер. Вот здесь, смотрите, да, подписаться, значит, вы на нее подписываетесь и тоже видите ее публикации и там, что она там выкладывает. Вот здесь вот круг, да, мышку видите, это вот здесь сторизы ее будут. Сторис, что такое сторис? Сторис это от слова история, да? История. История, ага, история ее, ну, как бы дня. Да. Дневные, ага, дневные здесь выкладываются, ага. Вот смотрите, вот актуальные, то, что вот нам Петр говорил, в актуальных все сохраняется, да, он говорит. Вот отсюда истории можно сохранить вот здесь и их классифицировать. Смотрите, у нее тут СЖР, Союз женщин России, у нее здесь все сохраняется со сторизов, то, что там она делает. Вот тут женщины у нее, допустим, женщины Якутии, Экомир, значит, то, что она экологией занимается, все фотографии вот здесь. Вы тоже можете выкладывать все фотографии в сторис, а потом сюда переносить. Тогда вот здесь ваши подписчики, которые вас смотрят, интересуются, друзья, товарищи, будут все потом видеть здесь. Вы же говорите, что там в сутки стоит и исчезает. А нет, не исчезает, если вы их, ну, там есть кнопки потыкаете, они все у вас тут сохранятся. То, что касается пленумов, у нее вот тут вот. И вот смотрите, вот это, да, вот эта часть, тут все публикации. Вот, например, здесь она опубликовала, значит, нашу Надежду Вячеславовну Махначевскую, то, что она назначена. И тут она должна была, допустим, поставить хэштег. Что такое хэштег? Это вот такие две черточки горизонтальные и две черточки вертикальные. И они называются еще теги. Ага. Если мы будем хэштегом обозначать «Общественная палата слитно» обязательно или с нижним подчеркиванием, либо же просто, например, ОП РСЯ, да? Ну, сегодня мы утвердим какие-то хэштеги, тогда все наши подписчики и люди, которые читают, будут проходить по этому хэштегу и попадать в нашу Инстаграм-страницу. Вот смотрите, вот эта клеточка, тут ее публикации, тут появилась новая, вот это вот Play, да, тут появилась новая Reels, вот он, Reels, это тоже очень на сегодня модное, вот с этой осенью оно очень тоже актуально. Вот тут сердечко, смотрите, вот в сердечке, если нажмете, попадете во все, как сказать, комментарии, которые на вас реакцию дали, да? Кто-то комментирует вас, кто-то ставит лайки, вот здесь все будет видно. Вот этот кружочек, там ваша страница будет. Нажмете, и ваша страница там высветится. А вот здесь основная лента, где будет показываться значит, публикации всех, кем вы интересуетесь. Ага. Я надеюсь, что вы все скачали, да, себе вот этот Инстаграм. Сделали? Получилось, да? Если получилось, то вы вот в Инстаграме можете там сразу потыкать. Дмитрий Иванович, по-моему, уже смотрит Инстаграм свой. Ага, спасибо. И вот смотрите, я тут известные политики, вот их посмотрите, как они ведут, да, свои Инстаграм-страницы. Афанасия Алексеева посмотрите, вот они, вот тут собачка, всегда, когда людей отмечаете, ставите такие собачки, и тогда люди сами там высвечиваются, выходят. Ага. Чем проще ваше наименование профиля, тем проще найти вас. Например, Анжелика у нас, ее зовут Анжелика Горная, вот так, по-простому. Или там себя как-то назовете, чтобы вас находили быстро. Вот пример члена Общественной палаты Анжелика Андреева. Шаг первый. Скачали, зарегистрировались. В App Store или в Play Market находите Instagram, скачать Instagram, пишите тут, скачается, открываете и оформляете профиль. Для публичных личностей реальное качественное фото ставите, не кошку там, не какую-то игрушку, а вашу реальную фотографию, без лишних фильтров. Фильтры — это тоже отдельная такая штука.
Если вы там женщина, если там не накрашены или там плохо сегодня выглядите, ставите фильтр, и вы там красивая получаетесь. Там тоже потыкаете кнопки, узнаете, да. И шаг третий – настройка шапки профиля. Есть понятие шапка профиля. Всегда говорят, проходите в шапке профиля, и вы найдете там то-то, то-то. Вот смотрите, в шапке профиля, например, у Марфы Ануфриевой стоит вот это Инстаграм, да. Вот сюда нажимаете, и там попадете в какую-то, ну, у нее там ценная, видимо, информация. Можно здесь проходить, и можете там какие-то контакты свои, сайт какой-то, ну, все. И вот смотрите, вот тут то, что пишете, вот редактировать профиль есть, ага. Там всего несколько символов, там много не напишешь, но можно написать, допустим, то, чем вы занимаетесь, общественная жизнь, там, если вы президент какой-то федерации, либо же вы еще председатель какой-то ассоциации, еще вы председатель какой-то комиссии. Все здесь пишите, и актуальную информацию, если у вас есть сайт, пишите обязательно здесь. Угу. Смотрите, вот тут есть статистика. Статистики всегда можно смотреть свои данные. Сколько человек посмотрело, сколько женщин, сколько мужчин, и какие страны вас смотрят. Вот в статистике все у вас высветится. Угу. Есть кнопка «Позвонить». Можете поставить свой номер телефона. Если вы хотите, можно и не ставить. Теперь четвертый шаг. Редактируйте настройки. Да, вот там есть, вот кнопка находится вот тут. 3 полоски, видите, вот тут 3 полоски. Это очень актуальная тоже кнопка. Там все настройки ваши. Можете там безопасность, кого-то можете даже заблокировать, если вам человек не нравится или он какие-то спамы вам отправляет, вы можете его заблокировать. Интересных людей там же можете находить, да, близких друзей можете там искать. И тут появилась QR-код свой, туда можете вписать, чтобы люди видели, что вы вакцинированы. Вот это у нас настройки каждый месяц меняются, потому что Инстаграм тоже вместе с нами развивается, там тоже люди работают, и то, что удобно нам, они все там меняют. Смотрите, если у вас есть, ну, там, внуки, дети, которые, ну, разбираются всяко, да, не обязательно лично самому вести свой профиль, можно там кого-то из сотрудников попросить, или коллег, или детей, внуков. Но лично всегда контролируйте, что они там выкладывают. Вы можете по WhatsApp проговорить, что сегодня у вас проходило. Я обычно, ну, мне помогает моя SMM-менеджер тоже иногда. Я быстренько проговариваю ей по WhatsApp, она хорошо, красиво пишет иногда, да, ну, не иногда, она ведет нашу страницу Камилек 88, я иногда ее прошу, если я сама не успеваю. А фотографии у вас в телефоне. Не стесняйтесь никогда фотографировать. Сейчас это веяние времени. Вот, или там себя как-то снимать, селфи делать. Да? Это всегда актуально, это людям интересно, и вы будете это выкладывать в Инстаграме. Так, шаг 5. Первая публикация. Сегодня же вот вам домашнее задание, сегодня выложить первую публикацию, именно пост сделайте, а не сторис, да, на память, потому что, ну, любая фотография подойдет, которая вам нравится. И один еще лайфхак вам скажу, ну, лайфхак – это успешное действие, да, или какая-то хитрость. В фотографиях, обычно в галерее фотографиях, смотрите свои хорошие фотографии или интересные фотографии и их сохраняйте в избранные. И сразу, когда выкладываете с избранных, выбираете, ну, любимое фото, тогда будет быстрее. Всегда отмечайте в избранных. Текст нужен в Инстаграме небольшой, в отличие от Фейсбука. Вообще, что такое пост, да, что такое, вот, как называется, публикация, пост. От английского, оказывается, это название фотографии. Оказывается, вот
ну, это же с Америки идет, там они сделали для того, чтобы показывать фотографии и чтобы была какая-то подпись к фотографии. Обычно у нас посты пишут длинные, но лучше делать небольшие, потому что длинные посты в Инстаграме никто не читает, а в Фейсбуке, может быть, если интересно, читает. 2-3 коротеньких абзаца. Тексты должны быть искренними. Если мы будем писать, допустим, я вот про гражданский форум, если вы меня найдете, меня там найдите пока, если у вас вы в Инстаграме, Ольга Камелек, да, Ольга Камелек. Там я вот выложила про гражданский форум, в конце официальное, ну, вот это объявление, что будет гражданский форум, а в начале там искренне написала, что мы все живем в гражданском обществе, и что вы там будете предложения какие-то вносить, это очень важно, ну, что-то такое искренне нужно писать, нужно выбирать такую общую реальность, находить с теми, кому вы пишете. Поверьте, люди очень вовлечены, люди очень идут на контакт. Нет такого, что прямо никто вами не интересуется или так, равнодушные, да. Люди очень неравнодушные, люди обязательно реагируют. Кто лайком сердечко поставит, да, лайк – это сердечко, это значит, им нравится, они дают вам какую-то реакцию. Выражайте свое настроение, сегодняшнее мнение, сегодняшний настрой. Пишите на разных языках для разной аудитории, сочиняйте стихи. Вот иногда люди реагируют якутскоязычные на текст Саха, да, Сахалы Пылгашибайт реакции Лыллар, Хорохтор Балана пишут, почему вы написали на якутском языке, мы же не можем, ну, как бы не понимаем, пишите на русском. Поэтому можно немножко так на якутском и внизу кратенький перевод. Я обычно тоже так делаю. Шаг 6. Подписки. Находим своих друзей. Если у вас мало друзей, да, друзья – это те, кто вас смотрит, они могут быть и не друзьями в реальной жизни, а так в соцсетях они называются друзья. Вы вот сюда заходите, подписки и приглашения, и там находите их. Пригласить друзей через WhatsApp можете, по СМС. Вот соцсети, они устроены таким образом, чтобы объединять людей. Вообще, пока Инстаграм бесплатный, но говорят, он скоро тоже какая-то там плата будет. В Фейсбуке выставлять рекламу сейчас уже платно. Отличие Инстаграма от Фейсбука я хочу отметить, да, в Фейсбуке у вас будет мало лайков всегда. Лайки – это вот как бы реакции. А в Инстаграме всегда больше реакций, всегда больше сердечек. Ну, это как-то, я не знаю почему, но люди реагируют в Инстаграме лучше, больше. И, кстати, есть такая функция, если вы под одной электронной почтой зарегистрируетесь, то копия, то, чего вы выложили в Инстаграме, пойдет сразу же в Facebook, и там тоже будет у вас в публикации. Первый сторис как сделать, да, вот смотрите, наверху кружочком отметила, плюсик тут стоит, да, в зеленом кружочке. Сюда нажимаете и сделаете первый сторис. Там есть функция селфи и снимайте, ну, там окружающие, да, окружающие. Нажимаете и начинаете снимать, там снимает ровно сколько секунд? По-моему, сколько? 15 секунд. 15 секунд снимает. Ага, и все. И можно его сразу выложить, можно немножко приукрасить. Там есть функция, тоже, да, наверху будут какие-то эти, тоже потыкайте, будет интересно, да, там можно что-то написать. Просто тут я, оказывается, этого не сделала. Если интересно, я более подробно вам могу показать потом. И вот, смотрите, тут Толстяков сидит, да, в очках. Вот эти вот кружочки, вы на них тоже зайдете и посмотрите, кто сегодня чем занимался, что делал, какие полезные действия сделал. И вы тоже будете вот здесь наверху.
сверху. И вот Иван Шамаев сидит, это его страница, Иван Шамаев 2018, его тоже можете зайти посмотреть. Так, супер длинные видео будут смотреть только самые близкие, у которых уйма времени и ваши конкуренты. Сторис лучше снимать тематические, событийные, а не каждый день, как едем за рулем. Одно и то же. Но есть такой метод, как у Николая Андреевича. Он каждое утро фотографирует свой термометр, где показывается, какая сегодня погода. И люди, которые его постоянно смотрят, они ждут уже, что он сегодня... Пожалуйста, потише. Ага, и кто-то там каждый день выкладывает, там, не знаю, свой двор, да, и люди уже это ждут. Ага. Поэтому такой лайфхак тоже может быть. Есть еще вот Telegram, это совсем другое, это вот как наш WhatsApp, но там тексты не сужаются, качество фотографий не теряется, и то, что ранее выложили, мы можем там посмотреть. Мы можем всю документацию нашей общественной палаты там, в принципе, сохранять, чтобы ознакомливаться, потому что в WhatsApp можем что-то упустить. Угу. Не сжимает все виды медиафайлов, даже для нового члена группового чата доступна вся история группы. И он очень защищенный. Ага. А WhatsApp не очень защищен. Он, конечно, среди нашего населения очень популярен. Но он только для наших контактов в телефоне. И там не могут подписываться, вот как в Инстаграме. Он пока бесплатный, нет рекламных статусов, только сохраненные контакты. Какие-то фотографии можете выложить в статусах, очень тоже полезно. И я хочу дать вам домашнее задание, да, сегодня выложить пост и ссылку на него. Ссылку можно скопировать, тут я не показала, да, вот прямо, если вы сделаете, допустим, тут видно, да, сейчас я сделаю, покажу вам. Вот смотрите, да, я в Инстаграме, это лента называется, вот так, это лента, да, сегодняшние новости. Заходите в свой профиль вот тут в самом внизу, нажимаете, и тут плюсик, тут сделать публикацию выйдет, ага, публикация. Фотографию выбираете, допустим, вот эту фотку я выбрала, то, что мы в общественной палате сидим. Далее пишите, можно его тут даже обработать, сделать качественнее, там все функции есть. Пишите, вот здесь вот пишите, публикуете. И публикацию делай, ну, ссылку отправьте, пожалуйста, в наш WhatsApp-страницу, да, там есть функция копировать, вот, например, копировать, вот 3 точки, смотрите, да, вот тут есть 3 точки, нажимаем, копировать ссылку, копируем ссылку, вот ссылка скопирована, и в WhatsApp вставить, и тогда мы на вас всех сегодня подпишемся. Как вам такое задание? Сможем, да? Ага. Вот. И почему важно вести, тут несколько тезисов, да, почему важно вести Инстаграм-страницу. Это как вот доверие к человеку, да. Если мы доверяем человеку, то мы, допустим, если вот мы предприниматели, да, у нас покупают товар. Вот если бы я постоянно выкладывала вот эту чашку, а не свое лицо, да, доверие было меньше, допустим, да, и поэтому больше каких-то своих домашних дел, своих питомцев иногда можете выкладывать, или там любимое занятие, да, всегда интересно то, чем вы занимаетесь, кроме общественной палаты. Обязательно мы, например, по графику, можете график создать, понедельник, вторник, четверг, пятница, и вы там план делаете. В понедельник я выложу это, во вторник вот это, и, ну, там что-то с работы, что-то с общественной деятельностью, а по выходным обязательно выкладывайте свои домашние какие-то, ну, там, выпечка, стряпня, дети. Кстати, интерес большой к семье, к детям.
Ну, устаревшее понятие, там, что кто-то сглазит, кто-то что-то скажет, ну, это сегодня вообще не актуально. В самом начале что-то такое было, да, но сейчас все это делают, и к этому относятся очень даже лояльно, в принципе, все нормально. Это, мне кажется, предрассудки, вот, да. На что еще нужно сделать? Так, регистрация сказала. Параллельно несколько аккаунтов еще можно вести. У меня, например, 4 аккаунта. Один Камелек, один Федерация настольных игр, один сделано в Якутии и мой личный. Еще у меня страница Камелек Мам, Ольга Камелек Мама. Там я выкладываю детей отдельно. Ну, некоторым людям интересно смотреть на детей. Детей можете отдельно сделать для ваших родственников. Там может подписчиков быть, закрытая страница должна быть, и подписчиков может быть хоть 10, хоть 15, ну, родственники только, да, или 100. А для вашей общественной деятельности, чем больше подписчиков, тем лучше, поэтому сделайте страницу открытой, где вы свою деятельность выкладываете. Угу. Понятие хэштеги, теги, охват, вовлеченность, статистика, интересное, IGTV. Вот эти слова, пожалуйста, запомните, они всегда будут вам нужны. Потому что скажут, по хэштегу там пройдите, или там IGTV зайди и там посмотрите, у меня там сохранено. Поэтому, что такое IGTV? Там тоже есть функции, где вы можете выкладывать очень длинные видео, обращения, потому что на одной публикации можно только одноминутное видео выкладывать. А если больше 1 минуты, то уже IGTV. Поэтому там опять функция будет, все просто, сохранить ли в IGTV. Вот так. Поэтому будьте прозрачными, будьте близкими к своим избирателям в первую очередь, да, потому что нам люди доверились для того, чтобы мы представляли их интересы в общественной палате. И очень большое спасибо Николаю Андреевичу, что дает нам возможность обучаться, дает нам возможность быть ближе к нашему населению. И, конечно же, чтобы узнали о нашей деятельности.